Assalamu alaykum gadyrly ýyldaşlar, mähriban watansöýür doganlar. Bugün biz çykyşymyzda jenaýatkär Atymrat Saparowyň biziň aýal gyrlarymyzy ýalan sözler bilen nähilek derejede ýaman ziýan ýetirýändigini suwd etmek isleýäs. Dikkat bilen dinlemekliňizi haýyş edýän. Alo, assalamu alaykum. Salam Kerim. Safiýe doganjygym Sizin öz pikirleňizi we ardyňyzy derdiňizi aýtmaklygy haýyş edýän. Salamlaşyp başlap bilersiňiz. Salam. Men adym Safiýe. Men Kerim gysynýan dönemden normal Gorkmaň görüp ýagny siz ne Istanbuldaky özüni insanlaryň hukugyny gorýan diýip halkymyzy aldap gören Atymrat Saparow bilen ýan ýoldaş bolupsyňyz. Bunyň bilen durmuş gurup batly ýaşamak isläpsiňiz. Emma bilen bu insanlaryň hukugyny gorýas, biz aýallaryň hukugyny gorýas biz diýip halkymyzyň gözünde biziň watandaşlarymyzy aldap gören Atymrat Saparowyň elbetde yalanlaryna şaýat bolduňuz we şolaryň elinden ejer çekdiňiz. Şo barada jikmejik aýdyp bermekliňizi sizden haýyş edýän. Ýagny biziň halkymyz bu bolup duran hadiseleri bilmeli we öwrenmeli we başyna gelaýjak howplardan elbetde özüni goramakly, ukyply bolmaly. Şonuň üçin sizden haýyş edýän aýal doganjygym. Ýagny siziň başyňyza gelen hadiseler beýleki aýal gyllarymyzyň başyna gelmekliginiň öňüni almak isleýän. Dowam edin. Näde Atymrat Saparowa ýanaşdyňyz? Kim ýanaşmaklygyna kömek etdi we näme hadiseler başyňyza geldi? Aýdy berin. Böyle salam gadyrly dinleýijiler. Men size geçen ýylyň martyndan başlap ýylyň soňuna çenli başyma gelen hadiseleri paýlaşasym gelýär. Ýöne men rus dilinde aýtsam men hastowy aýtyp bererin diýip pikir edýän. Safiýe doganjym, çekinme. В прошлом году Isleseňiz türk dilinde, isleseňiz türkmen dilinde, isleseňiz hemmesini garşdyryp aýdyň. Esasy maksat ardymyzy derdimizi aýtmaklyk. Bolup duran hadiseleriň öňüni almaklyk doganjym. Çekinme, arkaýyn rahat bir şekilde aýdyň. Goý halkymyz görsün we eşitsin. Хорошо, спасибо большое. Я начну рассказывать на русском языке. Так как Ахмед Рахманов является близким другом Атамрада Сапарова, то также и моим другом тоже Ахмед является. Ахмед передал мне, что Атамрад Сапаров находится в активном поиске спутницы жизни для создания семьи и имеет вполне серьезные намерения. Таким образом, Ахмед предложил мне познакомиться с Атамрадом. Я через Ахмеда спросила у Атамрада, действительно ли его намерения являются серьезными. И я с ним готова была познакомиться, если он имеет действительно серьезные намерения. Также, в свою очередь, Атамрад заверил меня в серьезности своих намерений. Таким образом, мы созвонились и начали наше общение по телефону. По телефону я у него уточнила, действительно ли он является свободным мужчиной. На данный момент он, опять же, заверил меня и в этом, что он является абсолютно свободным мужчиной, не состоит в отношениях ни с одной женщиной. Как, по его словам, с той женой, которая у него была в Туркменистане, они разведены официально, потому что там жена подала на развод. И здесь, в Турции, он не связан ни с одной женщиной, не состоит в отношениях ни с одной женщиной. Поверив его словам, я переехала к нему 8 марта 2023 года. Мы начали наше совместное проживание. В течение месяца я поняла, это было явно очевидно видно, что он состоял в отношениях с Зариной Ахтямовой. Таким образом, я обнаружила его первую ложь в том, что я его приняла свободным мужчиной, как своим мужчиной. Я увидела в нем своего единомышленника, сильного, надежного мужчину, с которым я собиралась создавать семью. Мы обязательно хотели иметь ребенка. У нас были очень большие планы на будущее. Мы составляли планы, чего мы хотим.
Но в то же время он не прекращал отношения с Зариной Ахтямовой. То есть их постоянные разговоры, переговоры по телефону не прекращались. Это было и днем, и ночью. И это в то время, как на тот момент Зарина Ахтямова проживала со своим бывшим мужем, гражданином Турции. То есть женщина, будучи замужем, не постеснялась созваниваться с другим мужчиной и строить с ним планы на будущее. Как я выяснила со слов Атамурада, Атамурад звонил ей, и Зарина звонила ему, они созванивались и строили общие планы на будущее, также собирались быть вместе, также Зарина постоянно вытягивала деньги из Атамурада, а он сидел, ждал, когда же Зарина уйдет от мужа. Он уговаривал ее оставить мужа и переехать к ней. Но это не прекращалось, их звонки не прекращались даже после того, как я переехала к Атамураду, стала его женой. То есть он всем вокруг уже объявил, что он женатый человек, но не думал прекращать отношения с Зариной Ахтямовой. В один из дней Зарину муж и свекровь просто выгнали из дома, выставили за дверь. Это было вечером, в дождливую погоду. В Стамбуле шел сильный дождь, и она стояла под дождем с дочками, с чемоданами, и ей было абсолютно некуда идти. Она тут же позвонила Атамураду и просто поставила его перед фактом, сказала: я выезжаю к тебе, и все. Как бы не имело никакого значения, что я здесь с ним проживаю. Я была категорически против. Я ему заявила, что ну тогда я выезжаю в Стамбул обратно, туда же, где я и раньше жила. Ну, Атамурат остался как в безвыходном положении, но он нашел там друга одного своего, турка, разведенный мужчина, сразу позвонил ему, и мужчина приехал, забрал Ахтямову к себе. Но на этом все не прекратилось. Я надеялась, что Атамурат, как зрелый взрослый мужчина, прекратит с ней всякую связь. Но не тут-то было. Их звонки не прекращаются, общение не прекращается. Дальше что произошло? Представитель Туркменского Хельсинского фонда Анна Дурдыхаджиев посоветовал Атамураду Сапарову привести к себе сюда, значит, в наш дом Зарину Ахтямову и жить с нами обеими, значит, и с Зариной, и со мной половой жизнью под одной крышей с двумя женщинами. То есть вот Анадур Хаджиев дает активистам вот такие аморальные советы. Он и поддерживает, и поощряет аморальное поведение среди активистов. Я была категорически против ее приезда сюда, против такого образа жизни. Я не принимаю такой развратный образ жизни в своей семье. Потому что я думала, что я строю семью с Радом Сапаровым. И такой разврат не может быть под крышей этого дома, где проживаю я, как я считала, что со своим мужем проживаю. Дальше мне пришлось уехать в Стамбул для продления моего ВНЖ. Но звонки от Амурада, конечно, мы с ним созванивались, и вот эта вот просьба дать согласие на приезд Зарины, и чтобы он мог жить с нами обеими, вступая с нами в интимную близость по очереди, как он говорил, он просил моего согласия постоянно, это не прекращалось. И он очень сильно расстраивался, когда получал от меня отрицательный ответ. Он всячески искал пути, чтобы Зарина могла сюда к нам переехать на постоянное проживание. Он продолжал на своем настаивать. Мне это надоело, и 6 апреля я написала Атамураду сообщение о том, что мы расходимся, расстаемся. И 7 апреля я приехала за своими вещами, за одеждой и забрать свой ноутбук. И дома я нашла Атамурада очень подавленным. Когда я начала собирать вещи, он мне заявил, что в случае моего отъезда он покончит с собой, то есть совершит самоубийство. Но
Да, так получилось, что у меня были очень сильные чувства к этому Раду. Я надеялась, что он понял, что в нашей жизни не должно быть ни в коем случае Зарины. И только с этим условием я с ним остаюсь. Так мы не разошлись, я осталась, я не уехала никуда. Э, В дальнейшем Атамурат предлагал мне, чтобы мы взяли к себе на воспитание старшую дочку Зарины, это, которая была рождена здесь, в Турции, от турецкого гражданина. Чтобы мы взяли ее к себе на воспитание, и чтобы облегчить жизнь Зарине Ахтямовой. И против этого тоже я была категорически против, потому что как бы я не давала обещание Зарине, что буду ей помогать в воспитании ее детей. Она со мной этот вопрос не обсуждала, когда рожала этих детей. Я не брала на себя обязанность как бы облегчать ей жизнь и заниматься воспитанием ее детей. И самое главное, я не собиралась, то есть я бы не хотела, чтобы на нас отец этой девочки подал в суд за похищение ребенка. Я сказала Тамраде, что мне такая статья здесь не нужна. В дальнейшем, значит, я уже забеременела. Кстати, я была, да, беременна от Амурада, я вынашивала его ребенка. Потом мы как-то раз, да, в мае месяце у меня начался токсикоз, у меня началась уже тошнота. Один раз я вырвала от тошноты. Потом мы как-то раз пошли за покупками сюда в маркет, Аюсбир называется. И мы, когда проходили мимо моющих средств, ряды вот с моющими средствами, мне стало плохо. От запахов у меня началось головокружение. Так как Атамрат был рядом, я сразу удержалась за него, чтобы не упасть. Потому что я уже могла упасть. Чтобы не упасть, я удержалась за него. Я держала его за плечи и положила голову ему на грудь. Ну, я считаю, что как бы беременная жена имеет право в любом месте, в любое время положить голову на грудь своему мужу. В ответ на что он меня очень грубо оттолкнул от себя, отшвырнул. Что потом я осторожненько села на пол и сидела, так оставалась сидеть на полу, пока мне не стало лучше. Да, он, кстати, сказал, мама бы капризлар, он мне сказал, не показывай мне свои капризы. Значит, я так оставалась сидеть на полу, а он стоял рядом, злой и раздраженный от того, что я посмела как бы держать его за плечи и положить ему свою голову на грудь. Он не оказал мне никакой помощи, хотя рядом были холодильники с напитками, мог бы взять оттуда маленькую баклажку воды, умыть меня, дать мне попить, мог бы вывести меня на улицу на свежий воздух. Он ничего этого не сделал. Он стоял обозленный на меня. Вот. Дальше, значит, это май уже. В мае у меня токсикоз. После того, как был задержан и депортирован из Турции Фархат Мейманкулиев, Зарина Ахтямова начала очень сильно переживать за судьбу своей старшей дочери, которая проживает в Туркменистане. И сразу же, значит, задалась идеей привезти ее сюда, в Турцию. Она назначила цену за билет $600. Как обычно, да, она у всех выпрашивала деньги. Вендетта сразу дал ей $200, перечислил ей, оставалось $400. Так, значит, теперь наш Атамурат Сапаров не находил себе места, просто не находил места, потому что у Зарины там проблемы, там боль, надо дочку срочно привозить, и ей нужны $400. Тут же он мне опять делает еще одно предложение. А давай, говорит, скинемся, говорит, по $200, ты, говорит, дашь $200, и я дам $200, и отправим Зарине, говорит, она привезет эту дочку, свою старшую, а потом, и это еще не все, на этой дочери, старшей дочери Зарины, женится племянник Атамурада Сердар, который является сыном его сестры, и говорит, вот и Сердара женим. Я устроила ему на это большой скандал дома. Я сказала, что меня не касается, каким образом, когда Зарина привезет сюда свою дочь, эту старшую. Это не моя проблема. Во-первых, так,
И на ком, когда и как женится этот Сердар? Сердар, во-первых, не сирота, у него есть живые родители, и мама, и папа живые. Сестра замужем здесь, в Турции, за гражданина Турции, и они оба увлекаются наркотиками, и муж, и сестра. У Атамурада сестра наркоманка. Вот этот Сердар, сын этой наркоманки. И на ком, и когда женится этот Сердар, меня тоже не касается, меня не интересует этот вопрос. Сердар, во-первых, сам работает. И если ему нужна невеста из Туркменистана, пусть сам выкладывает из своего кармана $200 и привозит свою невесту. И я потребовала от него, хватит уже ко мне обращаться с проблемами с Зариной. И я ему заявила, что я приехала сюда создавать семью с ним, с Атамурадом Сапаровым, а не решать проблемы Зарины Ахтямовой. Мне надоело слышать это имя с тех пор, как я переступила порог этого дома. Мне надоели да, они также продолжали разговаривать до 2 часов ночи. Продолжали чувствовать себя, парой. Поэтому в мае, опять же, у нас сломалась дома стиральная машина. Она и так была старая. И я просила Атамурада решить эту проблему, устранить, потому что вещи на стирку накапливались. В ответ, на что я узнала, что, оказывается, наши бабушки, деды, то есть бабушки и прабабушки стирали все вручную, и со мной ничего не будет, если я тоже буду стирать вручную, так как мне не надо воду таскать, так как это делали наши бабушки, прабабушки. Они таскали воду, стирали вручную, и ничего с ними не случилось. Вот иди стирай, значит. Я начала стирать вещи вручную. У нас там кабинки отдельно нету, и вода выливается прямо на пол. Я стояла вот в воде, вода, значит, с порошком смешанная. Я выливала тазик, и постиранные вещи я выносила за дверь в коридор, потому что в бане этот пол был влажный. Так, я вынесла все вещи за дверь из бани, пока возвращалась обратно, я подскользнулась и упала. У меня началось кровотечение, и в результате чего у меня случился выкидыш 30 мая. Таким образом, я потеряла этого ребенка. Я лежала с болями. В дальнейшем, значит, после этого я перенесла операцию, мне удалили аппендицит. Атамурад был очень зол на меня, потому что ему пришлось заплатить и за мою операцию 5200 лир. И пока я лежала в больнице, он принес домой, установил новую стиральную машину. После того, как я выписалась из больницы, я ему заплатил. Атамурад взял у меня $400. Там, таким образом, я сама заплатила и за свою операцию, и за стиральную машину. 5200 лир за операцию, 3400 лир за стиральную машину. Но кроме этого, я еще отправила деньги, $50 его братишке Азату, который в Туркменистане лежит, стал лежачим инвалидом после аварии. После этого всего процесса разговоров мы выяснили, что Зарина Ахтямова задолжала Атамураду $250, которые она брала у Атамурада якобы за операцию глаз одной из дочерей. Я не знаю, какой из них, но никаких доказательств того, что эта операция была на самом деле, она не предоставила. И возвращать эти деньги она тоже не собиралась. Я настояла на том, чтобы Атамурад взял обратно у нее эти деньги, $250, и передал их на лечение своего братишки Азата, вот этого вот лежачего инвалида. Что Атамурад и сделал. Между ними начались ссоры, скандалы. Атамурад требовал вернуть эти деньги. А Зарина сказала, что, говорит, у меня нет, я, говорит, отправила как раз $250 дочке в Туркменистан. Атамурад сразу нашел там своего друга, который пошел и забрал эти деньги у дочери Зарины и принес, отдал братишке Атамурада Азату. Даже вот уже отсюда можно сделать вывод, у кого
из нас была цель создать семью с Атамурадом. Э, Да, кому Атамурад был ближе, роднее, а кто просто вытягивал деньги из Атамурада. Зарина просто вытягивала из Атамурада деньги и давала ему надежду, что когда-нибудь она будет с ним вместе. А я уже была с ним вместе, рядом, я вынашивала его ребенка. А этот человек был готов отправить Зарине $200 на то, чтобы привезти ее дочку из Туркменистана сюда, но при этом категорически отказывался решать проблемы со стиральной машиной. В результате чего я и потеряла его ребенка, то есть нашего ребенка. Да, у меня был сильный стресс, я стресс из-за этого перенесла. В дальнейшем, когда Атамурад взял деньги обратно, $250, имея в виду у Зарины, они поссорились и заблокировали друг друга. После этого Атамурад стал очень раздраженным, угрюмым, злым, со мной почти не общался. Любое мое какое-то желание поговорить с ним, что-то ему сказать, он обрывал словами «а мне похуй». Вот так вот. Или тут же начинал кому-то звонить и начинал с кем-то разговаривать по телефону. Значит, я должна уже просто отойти от него. Уже не могла с ним говорить. Также в нашем доме существовало правило, что когда он сидит в эфире или в зуме, или просто с кем-то разговаривает по телефону, в доме должна быть гробовая тишина. Хорошо, я ничего не имею против этого. Но когда он заканчивал все эти разговоры по телефону, он со мной почти не общался. Никакого общения между нами не было. Со мной стал грубым, раздраженным. Я ему задавала вопрос, является ли отсутствие Зарины в его жизни причиной его раздражения. Выбешивала его еще больше. Он еще больше выходил из себя. Но так как они сидят в одних зумах, как бы все-таки одна активистская среда, они все-таки со временем помирились и разблокировали друг друга. А Тамурат просто расцвел. Просто для него это как глоток воздуха было. Потом, опять же, начались их многочасовые разговоры и днем, и до 3 ночи они общались, они уже полностью чувствовали себя как пара. Это все на моих глазах, это было, я воспринимала это как издевательство. За весь день он мог обо мне вспомнить только в те моменты, когда он хотел кушать. Он просил у меня только еду. Таким приказным тоном говорил мне, чтобы я подогрела ему еду или подала еду. Вот. Таким образом это все продолжалось. С течением времени я уже не стала, сейчас я подхожу, с течением времени я уже перестала считать себя обязанной, что я должна ему готовить еду, подавать ему. Я перестала дома готовить, Yani перестала öyünün мыть посуду. yani da doğrudan Он уже полностью превратил indi меня в tişörtü свою men bir zat прислугу. bellek etmeýän da. Yani siz Алло. Atamraz Saparowyň gelini bolup öýünde ýaşasaňyz da Atamraz Saparow ähli wagtyny Zaryna Akçaýamowa we onuň çagalaryna aýrypdyr ekeni we ähli Алло. ýerde pullary pul gazansa Zaryna Akçaýamowa hemişe kömek edip gelipdir. Men muňa düşünýärmi, bul öz aýaly waka näme üçin bular ýaly wagtyny Zaryna Akçaýamowa sarf etdi? Sebäbi men bir çykyşymda aýdypdym, bu Atamraz Saparow elbette Zaryna Akçaýamowanyň körpegiňi Atamraz Saparowdan bolaýmasyn diýemde, bunyň jigerine otlar bolup batypdy. Aslynda bularyň arasynda bir gan bagy bolmaly. Men şeýledir diýip pikir edýän. Indi siz siňetik görüň. Anna durdy Hajifoň, Atamraz Saparowyň bir öýde 2 aýal maşka bilen ýaşamaklygyna ruhsat berýän bolsa, bul nämenin alamaty bolup bilýärmi? İnsanlaryň hakyny gorýan. Gendernin ravnistin diýen, ýagny aýallaryň, aýal gyzlaryň hak hukugyny gorýan. Täjül bermetwa. Bu ana durdy Hajifoň bul maslahat berýän adamlarynyň, aktivist diýip halkyň öňünde görkezip ýören adamlarynyň edýän işlerini, ýagny gizlin edýän işlerini bir sineden halatymyzda bu akla sygjak zatlar däl diýip pikir edýän. Ýagny bu siziň gözüňize getirip siz göwreli bolduňyz, siz onuň çagasynda şap ýöňiz, emma siz bunyň gahar gadaply size dawranmaklygy netijesinde siz çagaňyzy ýitirdiňiz, siz operasiýa bolduňyz, siz bir giden psihologik tarapdan travma geçirdiňiz.
Ýagny bu näme diýsen bu aýal maşgala sütüm etmeklik bolýar. Ol size aýalym diýip göz bilen seretmän, o size gul hökmünde, hyzmatkär hökmünde serdipdir bolýar siziň aýdan sözleriňizden netije alanmazda. Indi men bu taýda bilmek isleýän zadym size hup awanýarmy şol Atamraz Saparow tarapyndan, Ahmet Rahmanow tarapyndan we onuň egindeşleri bu täjegül Anadolu Hajy Dağyň tarapyndan sizin janyňyza huply bir hereketler barmy şolar tarapyndan? Meni gyzyklandyrýan bu. Да, вы абсолютно правы. Это все, что они делали, все, что делал Атамарат с позволения ТХФ, это все и аморально, и в дальнейшем уже была угроза и безопасности, и сейчас в данный момент существует угроза моей безопасности. Я обо всем хочу рассказать подробно. Также они продолжали, Атамарат и Зарина продолжали беседовать по телефону, и он показывал, Атамарат по видеозвонку показывал Зарине, какая у нас дома грязь. Да, я признаю, дома стало очень грязно, я еду не готовила, и он показывал, рассказывал ей, вот какая я плохая хозяйка, я ему еду не готовлю, я дома уборку не делаю. Тут жаловался Зарине на меня. Я в один из дней, даже не день, а 12 часов ночи я вышла из своей комнаты, он как раз был на видеосвязи с Зариной, и я подошла близко к телефону, так, чтобы Зарина меня видела, я поздоровалась с ней. Она тоже со мной поздоровалась, но Атамраз сразу отключил телефон. Я потребовала, чтобы он дал мне с ней поговорить. Я хотела, ну, конечно, в грубой форме, да, признаюсь, в грубой форме пригласить ее к нам домой, и чтобы она уже взяла и просто переспала с моим мужем, раз им так этого хочется. Я устроила опять Атамараду скандал. Я его пару раз ударила, не отрицаю этого, в ответ на что он начал меня очень жестоко избивать. Он бил меня по затылку кулаком, по плечам, дальше по спине бил и бил меня по почкам кулаком. Таскал меня по полу и ударил меня несколько раз об стену. В результате этого у меня на плече остался синяк, я этот синяк сфотографировала. И да, его требование было не вмешиваться в его личную жизнь. Вот такое требование было. Мен шахсы durmuşuma karışma deyip meni urt taşladı. Yenişti şu yerden. Size hop hawandyrýam, ýagny bu da aramyda bolup geçen düşüşmezlikleri, ýagny Atamraz Saparowyň sizi urmaklygy, el galdyrmaklygy, size zulüm etmekligi, bu zatları ýüze çykarsaňyz men sizi ýok eder, men sizi öldürýän, ýa men sizi plan eder, meniň pravozashyt organizasiýam bar, meniň bakışýör egindeşim Alişer Sakatow ýa Azatlykda işleýän Ahmet Rahmanow ýa bulara daýanyp, bulardan uğralyp, özüni aktivist, meni halk boldy ýa diýip size gorkulu sözler ulandymy ýa-da ulanmakly üçin şu häzir hereket edýärmi? Meselem bu videonu men YouTube'da goýandan soňra egerde siziň başyňyza bir hal ahwal gelen halatynda elbetde bunyň içinde meniň hem goşandym boljakdyr we biz bu meseleni hiç wagt beýle unutym goýmajakdyrys. Нет, Атамурат Сапаров принял на тот момент решение переехать из этой квартиры в другую квартиру, снять другую квартиру, потому что, как его информировали, что Туркменистану известен вот этот адрес, по которому вот мы проживаем. Да, кстати, нет, такие уставы, говорят, не делал, но он не знал, переезжать отсюда. Да, кстати, я забыла сказать, что 17 мая мы с Атамурадом вместе подали документы в миграционную службу. У нас отдельно у каждого есть, у Атамурада свой кейс, у меня свой кейс, но мы друг у друга указаны как супруги. То есть у Атамурада в документе я указана как его жена, а в моем документе Атамурад указан как мой, и просим рассматривать нас как супружескую пару. Вот так мы подавали документы. Вот этот момент я забыла добавить. А дальше, да, Атамурада информировали, что Туркменистану известен вот этот адрес, в котором мы зарегистрированы официально в этом городе. И этот адрес имеется у миграционной службы этого города.
И в случае, если мы меняем адрес, если переезжаем в другой адрес, то мы обязаны уведомить об этом миграционную службу. Biz hökmen xabar berayim eğer adresimizni ütketsek. Yöne Atamurat berden göçüp gitti, başka bir adreste yaşaya. Men onun nerede bilemek. Yöne ol migrasyonlu служба hiç hili vermedi, xabar etmedi. Men göçtüm, şu yerden çıktım deyip aytmadı. Это уже нарушение. С его стороны он нарушил закон Турции. А во-вторых, он снимает ту другую квартиру по старому ВНЖ, который у него истек, с истекшим сроком. Он на это тоже не имеет права. Это еще одно нарушение с его стороны. Дальше, пока он здесь жил, с ним связывался работник МХМ Туркменистана по псевдониму Эверест. Он предлагал Атамураду сотрудничество в обмен на новый загранпаспорт, на возможность приезжать к родным в Туркменистан и выезжать обратно беспрепятственно. Атамурад не принял его предложение, но что я хочу отметить, вот этот Эверест написал Атамураду, что им известно, с кем он проживает. То есть у них есть вся информация обо мне. Вот, если исходить из этого, что у МХМ есть информация обо мне, у Атамурада есть информация, что его заберут именно вот из этой квартиры. Он мне сам прямо открыто говорил, что он чувствует себя здесь вне безопасности, не чувствовал себя в безопасности, пока он здесь сидел. И, значит, ему передали, что за ним придут именно в эту квартиру. Сейчас я осталась проживать в этой квартире одна. Почему он считает, что те люди, которые придут за ним, не заберут меня? Он оставил меня здесь, подвергая мою жизнь опасности. И обо всем этом знают ТХФ тоже. Они знают, что Атамурад переехал, что он не информировал об этом местную миграционную службу. У него здесь одни нарушения за нарушением. ТХФ знают о том, что он меня здесь избил. Я им об этом написала, но никаких мер они не приняли. Они не считают нужным защищать мои права. Они со спокойной душой подвергают мою жизнь опасности. Оставаясь здесь, моя жизнь подвергается опасности. Так, те же люди, которые придут забирать Атамурада Сапарова... Yani bu bolup geçen hadisalar Atymrat Saparowyň Türkiýanyň kanunlaryny bozup ýaşamaly ýerine başga ýerde ýaşap, ýagny özüne hop hawanýanlygyny we sizi uranlygyny zatlar barada Anna Durdu Hacıyev we Täcül Begmetov bilýär. Ýagny Atymrat Saparow bilen siziň araňyzda bu uruşmalar, dawalar, jenjeller, migrasiýony kemçilikler, dokument kemçilikler, mehkeme işgärleriniň Atymrat bilen siýada geçmekligi, onu bir bawad edip berjek bolup hemme zady bilýärler. Ýöne bular hiç kile goltuk golda berip siziň araňyzdaky dawa jenjeli çözmeklige çalışman, gaýta mu ot berýär. Dogry dämi? Ýagny bular insanlaryň hakkyny gaýta bir adamy hökümet bilen gapmagarşy ýalňy ortarda goýup gidýärler. Ýagny bular göz görtele sizi satypdyrlar, pida edipdirler ýa-da. Hawa. Buların elinde işte Anna Durdu Hacıyev, Täcül Begmetov ve buların toparlary Dursultan Taganova ve şuna benzer artistler tarapyndan size häzirki wagt hop awanýarmy gelleje? Şonu aýdyn hop awanýan, men şu hopun öňüni almakly üçin şulugurda janym orta goýup görüşjekdir. Men muny söz berýän. Her birisinin höttesinden gelmekli üçin elimde bar neden ahly güýjümi sarf ederim. Eger de siziň başyňyza ýekece dert gelse, Türkmen halkynyň aýal gyrlamynyň, aýal doganmynyň saçynyň taryna zarar gelse, bular soňra puşman eder. Şu iň soň sözüňiz aýdyn gelleje. Size Смотрите, они вот все вот эти люди, которые вы перечислили, единомышленники Атамурада, ТХФ, сам Атамурад,
Они сейчас в данный момент мне ничем не угрожают, но при этом остаются полностью безразличными к моей судьбе. А безразличие – это не меньшее преступление. Я осталась один на один с этой жизнью, с угрозами моей жизни. При этом с их стороны нет никакой поддержки, никакой помощи, даже малейшего желания мне помочь. И, ну, как-то участвовать в моей жизни. Они от меня отказались, они от меня просто отвернулись. Да, еще я хотела рассказать последнее. Я с Ахмедом Рахмановым, да, не скрою, у меня немножко была истерика. Для выбора два выхода из ситуации. Если, говорит, Ахмед мне говорит, если тебе нужен, Атамурат действительно нужен, ты хочешь с ним быть, то, говорит, ты принимаешь его вместе с Зариной Ахтямовой. Или, говорит, если ты это не принимаешь, то ты от него отказываешься и оставляешь его в покое. Вот видите, все его окружение стоит на том, что Атамурат не может разлучиться с Зариной Ахтямовой. Я должна принять этого человека в свою жизнь вместе с Зариной. Как можно понять? Я этого не понимаю, я этого не принимаю, такой образ жизни. Я могу принять в свою жизнь мужчину, любимого мужчину, вместе с его ребенком или детьми. Да, можно принять человека. А как можно принять человека в свою жизнь с другой женщиной? Разве это не аморально? Вот они все твердят в своих эфирах, сидят, обсуждают моральный облик Мурата Курбанова. Они не хотят поинтересоваться своим моральным обликом. Или пусть вот этот вот Аннадурды Хаджиев пусть забирает эту Зарину к себе и живет там из Зарины и со своей женой Таджигуль Сазаковна. Или пусть этот же Ахмед Рахманов пусть забирает ее к себе, эту Зарину, и пусть живет с ней и со своей женой Бахарой. Или там любые другие, там еще есть другие семейные пары. Почему моя семья должна была развалиться из-за того, что, ну, почему я должна была принять этот развратный образ жизни в своей семье? И в чем была моя вина? В чем была моя вина? Я хочу узнать, почему эти люди посоветовали Атамурату Сапарову вести вот этот аморальный образ жизни, этот разврат пустить в мою семью. Я собиралась создать семью с Атамуратом Сапаровым, я собиралась ему родить ребенка. Они решили, что я должна здесь заниматься развратом, закрывать на это все глаза. И мало того, что они аморальные эти, ну, образ жизни хотели допустить в моей семье, они так еще и в дальнейшем закрыли глаза на то, что я здесь подвергаюсь избиениям, побоям, на все нарушения законов Турции со стороны Атамурада Сапарова, и то, что вот последняя точка, моя жизнь подвергается опасности. Он оставил меня здесь в опасности. Как они, вот эти люди, кем они себя видят, где их мораль?